Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире национального телевидения, телеканала «Якутия-24», программа «Один из нас», которую вот уже много лет с огромным удовольствием веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И сегодня особый случай. Мы сегодня собрались в большой студии, потому что когда мне позвонили мои коллеги с пресс-службы МВД и сказали: Дмитрий, вам не интересно будет взять тему киберпреступности? Я с огромным удовольствием согласился, потому что всеми фибрами души я понимаю, что тема очень и очень насущная. Ведь не секрет, что когда мы читаем сводки там телеграм-каналах и так далее, что якутянин перевел очередные 6 миллионов рублей мошенникам, многие хихикают. Еще один лох повелся на преступную уловку. Но давайте мы подумаем, что стоит вот за этими вроде бы сухими цифрами, какие ломки жизни происходят из-за этих а, эксцессов. Об этом же мы, ну, честно говоря, мало кто задумывается. И очень отрадно, что наши правоохранители сами вышли с инициативой. Ну, скажем так, они не обязаны профилактику проводить по этому вопросу. Альбина, согласитесь? Ну, скажем так, что первые задачи, да, правоохранительных органов — это, естественно, выявление, раскрытие, расследование любых преступлений. Но все же профилактика тоже как бы нами Проводится. проводится, и это указано также и в законе о полиции. Мгм. Но на самом деле, если так взять, вот эта вот проблема дистанционного мошенничества, она давно, я вот не перестаю каждый раз на всех трибунах об этом говорить, она давно вышла за рамки полицейской превенции. Это наша общенациональная сейчас беда. И профилактикой сейчас должны заниматься буквально, ну, мы сможем как не то чтобы искоренить, возможно, у нас это и не получится, но хотя бы минимизировать потери получится только в том случае, если мы возьмемся за профилактику, за предупреждение всем миром. Абсолютно все органы госвласти должны быть задействованы в этом, потому что речь идет о населении. На самом деле, когда мы говорим о преступности, вообще об оперативной обстановке, да, ну, посудите сами, риск быть все-таки ограбленной где-то на улице, да, он все равно, он низок по сравнению с тем, что сейчас происходит у нас с населением, которое вот подвержено прямо таким массированным, регулярным, систематическим атакам киберпреступников. И на самом деле, вот вы правильно, Дмитрий, заметили о том, что сейчас вот, ну, наше население в большинстве случаев хейтит в социальных сетях под теми же нашими, допустим, сводками, да, мы читаем вот эти вот многочисленные комментарии, когда начинается, ну, полоскать людей, как говорится, ну, в абсолютной такой помое, да, получается. Но на самом деле ведь потери денег — это всего лишь вершина айсберга. Вот за каждым таким случаем это, можно сказать, имеет огромный, колоссальный уровень такой вот риска, угрозы вообще. Это, ну, трагические последствия на самом деле. Сколько населения Якутии Я знаю, что любая, скажем так, структура правоохранительных органов, она основывается на статистике. Да? Да. Вот, что говорят цифры статистики за текущий месяц, за 23 год? Сколько потеряли личных сбережений якутяне? Ну вот за 4 месяца у нас сейчас сформированы цифры за 4 месяца текущего года. За 5 месяцев это будет известно в первую декаду июня, да, получается. За 4 месяца якутяне потеряли порядка 76 миллионов рублей. 76 миллионов. И это не государственные, скажем, деньги, это деньги частных Да, людей, да. это личные сбережения, это заработная плата, это какие-то субсидии и так далее, которые хранились на электронных носителях. Дмитрий, на самом деле, если бы речь шла всего лишь о личных сбережениях, да, это было бы еще полбеды. Дело в том, что вот в чем трагизм этой ситуации. Ну, скажи, пожалуйста, у тебя под подушкой хранится сейчас 6 миллионов Нет, рублей? конечно. Абсолютно нет. Так и у большинства якутян также. Я, допустим,
своими глазами 6 миллионов рублей не видела и в руках такую сумму не держала. Дело в том, вся трагедия заключается в том, что якутяне, они кредитуются, их вот до такой степени убеждает, что человек идет добровольно, берет кредит и не в одном банке, и ввергает не только себя, а вот свою семью, да, в такое вот бедственное положение. Его все засасывает в эту долговую воронку. И последствия от этого, конечно, вот, ну, самые разные, можно сказать, негативные. Ну, я согласен абсолютно. То есть, если раньше аналоговое время, скажем так, для того, чтобы попасться на удочку барсеточников, нужно было как минимум оказаться в их окружении, понимаете? Да? То есть, как минимум оказаться, скажем так, в достаточно криминогенной ситуации, в которой ты мог стать, ну, наличные мог потерять и так далее. Сейчас эта беда ждет нас отовсюду. То есть у нас аккаунты, у нас какие-то персональные данные, у нас привязки всего и вся к неким информационным структурам, которые в том числе и в банковской сфере преобладают. И вот товарищи, которые с банковской сферы, я так понимаю, специалисты по безопасности тоже, да, у нас сегодня здесь в студии. Давайте мы просто иллюстрации ради послушаем одного из потерпевших, одну из потерпевших, которая, ну, ее историю послушаем. История короткая, давайте мы послушаем. Меня зовут Алена. Мне 30 лет. Где-то 2 месяца назад мне на телефон пришла смс, где было написано, что снято 30 тысяч с моей банковской карты. И там же был номер телефона. Я не поняла, что случилось, сразу испугалась. Побежала к сумке посмотреть, не украли ли мою карточку. Она лежала в кошельке. Почему-то не додумалась посмотреть мобильное приложение. Позвонила по указанному номеру, трубку взял мужчина и сказал, что он сотрудник службы техподдержки. Какой-то сбой там в системе. И карту нужно активировать через банкомат. Строго вот инструкциям следовало. Мне сказали, что сейчас могут пропасть с карты все деньги. А мужчина сказал, что они могут пропасть. Нужно сделать перевод на безопасный счет. Я испугалась, конечно, компьютеры все перезагрузим, все будет хорошо, деньги вернутся. Ну, я как-то доверилась. Мне диктуют цифры, нажимаю. Когда я все ввела, он кинул трубку. И я поняла, что что-то случилось не то. Мы живем на съемной квартире. Эти деньги мы копили с мужем на ипотеку долго. Продали свою машину. Теперь у нас ничего нет, этих денег. Даже на аренду не хватает. Думаю, придется нам переехать в деревню к моим родителям. Ну, ситуация, скажем так, в которой просто человеку не позавидуешь, да? Но огромные, скажем так, какие-то люди накапливали на какие-то возможности, на отпуск, на отдых, на лечение, возможно, и так далее. И в одночасье они просто лишаются всех этих средств. Ситуация ужасная. Я вот сам проиллюстрирую на собственном примере. Подал я, значит, на одну из досок объявлений, вещь продавал, инструмент, да? Звонит вполне прилично звучащий гражданин и говорит, ну, я, говорит, у меня ИП с расчетного счета буду переводить. Вам сейчас смс-очка придет, то, что я сейчас вот бухгалтерию прямо заполняю, предоплату вам сделать. Куда кидать? Номер карты, говорит, продиктуйте. Ну, номер, это же не скажем, не это самое. И говорит, сейчас смс-очка придет, вы назовите мне. И я смотрю, смс приходит. Запрос на изменение доступа в личный кабинет, допустим, да, в одного из банков. Я говорю, ой, ребята, ну, как-то это, вечер хату, типа там, до свидания, да? Ладно, если, вот, но я, скажем так, в эйфории от того, что я удачно продам, вот так и так далее, и так далее. То есть на людей же воздействует огромное количество факторов, или там их
запугивают тем, что они вот карту потеряли, вот как в этом случае, да? Карту потеряли, значит, лишаться скоро этого. То есть страх, он тоже как-то воздействует на Конечно. человека. Также эндорфины вот эти позитивные, то есть я сейчас удачно продам вот этот инструмент, это же тоже воздействует каким-то образом. Вот психолог у нас Анатолий сидит, да? Ну, согласитесь, что в любом случае человек под каким-то влиянием оказывается. Да. А какие люди вообще попадаются в основном такие? Почему и почему так происходит? Когда человек слышит то, что деньги вот с твоего счета вот крадут, срочно нужно сделать так, у человека внимание сужается. То есть внимание, эмоции, все сосредоточено на этом. Он не думает то, что это могут быть мошенники. Возможно, он наверное, где-то слышал, но все, забыл человек. Вот так вот. Да. И в этот момент у человека образуется, ну, вырабатывается кортизол. То есть сердцебиение учащается, мышцы, кровь, все у него в организме происходят эти вещи, и человек уже не понимает то, что делает, и в этот момент совершается преступление. Это могут быть люди, у которых нет своего личного мнения. Бывают же такие люди, то, что скажут, он соглашается, либо же люди, которые не умеют отстаивать свое мнение, свои права, либо же люди, которые очень жадные. Мы же все знаем то, что халявного сыра не бывает. Где сыр, там и мышеловка. И есть люди, которые азартные, которые вот все идут, им это нравится, и они неподсознательно все это делают. И в основном это неинформированность, то, что вот человек, есть же это финансовая грамотность. Мгм. В основном люди этого не знают, как это делать и почему так, как с финансами. Сейчас мы совместно с МВД проводим опрос именно пострадавших. С этого года начали, и на днях, со следующего месяца, да, скорее всего, получим первые результаты. Но их, наверное, немного, наверное, не каждый возьмет и заполнит этот опросник. Да, Опросник это у нас анонимный, но надеемся, то, что мы глубоко копнем. Ну, то есть группа риска, она будет сформирована, да, некая обрисовка группы риска, которые чаще всего попадают на уловки мошенников, да? Мы хотим узнать, почему так происходит, Почему? да, и как это происходит, и в каких моментах, учитываем все. Мгм. Давайте мы сейчас сообща послушаем фрагмент буквально, да, тех... Мы же говорили вот перед началом эфира, то, что раньше были там, скажем так, приезжал табор, не будем называть какие-то национальности, да, и гражданки, скажем так, определенного социального поведения на остановках, там, на вокзалах и так далее просто бомбили людей. Бомбили людей с применением в том числе и каких-то определенных психологических трюков тоже, да? То есть поддаешься уговорам там и так далее. Я и нынешних тоже как бы в эту когорту бы внес. Давайте просто послушаем фрагменты, как нас убеждают расстаться с нашими же деньгами. Аудио, пожалуйста. Понимаете, что была утечка персональных данных Так. с кодовым словом, которое есть в 2 экземплярах. Одно находится у вас, а второе в отделении банка, в котором вы обслуживаетесь. С окончанием 2403. Подскажите, вам знаком данный номер? Я вас услышала. В таком случае я авторизирую ваш номер как основной, а второй удаляю из системы. Также мне необходимо проверить, не была ли у вас отключена услуга СМС-информирования от нашего банка. Вам поступит СМС, содержимое вы мне не озвучиваете, там будет указан номер вашей заявки. Все ваши СМС – это ваша конфиденциальная информация. Я думаю, вы это знаете. Проверьте, пожалуйста, оно вам пришло? Уточните, вы сейчас находитесь один, либо же рядом с вами присутствуют третьи лица, которые могли бы участвовать в нашем с вами разговоре? Схемы, они достаточно однотипные. Товарищи представители банков, да, я немножко, как обозреватель и так далее. Люди же играют на тех, скажем так, алгоритмах общения с клиентами, которые выстраиваются именно в дистанционных службах банков. То есть, если человек говорит, как представитель банка, ему, следовательно, больше доверия. Да? Вот видите, вот эти все алгоритмы там и так далее, и так далее. Может,
с ваших фронт-офисов нужно начинать? Нет, а что вы подразумеваете под алгоритмами, да? Ну, смотрите, еще раз, вот как, понимаете, у юристов и у финансистов абсолютно такой свой аргот, да? То есть, как говорит представитель банка, ни с чем не спутай. Согласитесь? Как говорит представитель любого колл-центра. Да, Потому что колл-центра. то, что сейчас даже мы прослушали, тут на самом деле есть какие-то похожие моменты, но очень мало банковских, именно профессиональных таких моментов, которые, ну, настоящие банкиры говорят, да. Это много слов, чтобы запутать клиента. Мгм. Поэтому любой колл-центр в таком режиме работает. Это поставленный голос, уверенный, больше монотонный, да, чтобы человека запутать. Поэтому говорить, что фронт-офисы банка подобно работают, ну, наверное, не приходится. Ну, прошу прощения, конечно, это, еще раз, у меня стилистика такая, спровоцировать немножко людей на то, что вот вы ринулись отстаивать, скажем так, честь мундира, и это очень похвально на самом деле. Но в большинстве случаев, когда речь идет о мошеннических каких-то действиях, ну, они обычно представляются в 90%, наверное, случаев, да, сотрудниками банков. Ну, понятно, что где деньги, где финансовые учреждения, там тонко, там и порвется, наверное, да? Убеждение у людей такое. Вот я знаю, что и крупнейшие банковские группы, которые вы представляете, они ведут огромную работу наряду с правоохранителями и по раскрытию преступлений в том числе, потому что при участии ваших сотрудников непосредственно раскрываются вот эти преступления. Да? И по информированию просто притчей во языцах стало вот это вот никогда не передавайте какие-то личные данные, пароли там, и так далее, и так далее. Да? Давайте немножко еще раскроем, что еще авансом, да, куда следует обращать внимание нашим гражданам, что как бы не свойственно для тех же сотрудников банка, когда речь идет о мошенниках. Ну, однозначно, сотрудники банка никакой личной информации не запрашивают, никаких паролей из СМС и тому подобное. Да? Ну, это просто сотрудникам банка не нужно. Это, наверное, уже не в 10-й, не в 100-й, там, и не в 1000-й раз будем повторяться, но это первое. На что обращать внимание? Сейчас, вот вы говорите, что они подстраиваются под обстоятельства, да, под людские страхи. Сейчас получается так, что в банке совместно с другими государственными органами тоже над этой проблематикой работают, и совместно с сотовыми операторами. И многие звонки от таких мошенников, они блокируются на аппаратном уровне. И сейчас они начали звонить через мессенджеры с фотографией, да, там, на аватарке какого-либо банка или органа. Поэтому вот скажу, что с мессенджеров сотрудники банка точно не звонят. На это тоже сейчас вот нужно обращать внимание. То есть буквально первые же 5 секунд вам звонит представитель, допустим, определенного какого-то банка, звонок идет через Viber или через WhatsApp, можно смело положить трубку, прервать связь. Да? Да. Ну и также может добавить, что мы всегда слышим, что в основном звонят это сотрудники службы безопасности, да, коим мы являемся. И мы можем с 100% долей уверенности сказать, что мы клиентам никогда не звоним и не говорим, что там вот у вас там деньги арестованы, да, или ну, там, перевести его на какой-то счет. То есть мы можем позвонить клиенту только если это реально пострадавший, да, который уже пострадал от мошеннических действий, да, и уже мы с правоохранительными органами взаимодействии ну, вот, ведем работу по возвращению его денег, потому что у нас есть такие прецеденты, да, когда мы арестовываем счета у тех же самых дропов, да, так называемых, да, которые мошенники там платят, да, они карточки покупают и потом по всей России вот эти начинают снимать деньги. То есть банки тоже ведут такую работу, они, соответственно, выявляют таких людей, блокируют счета, то есть когда там есть денежные средства, что вплоть до того, да, ну, параллельно с правоохранительными органами, вот в разных регионах даже, то есть вот недавно мы с Омской областью провели такую работу, то есть там сотрудники банка совместно с правоохранителями задержали человека, на которого была оформлена карта, да,
А потерпевший был наш якутянин с города Якутска. Вот, ну, соответственно, провели успешное задержание, были арестованы денежные средства, и потерпевшему там, ну, больше половины, он там почти 1 000 000 потерял, но ему там почти 600 000 было возвращено. Вот, и, ну, то есть все равно, да, это не каждый там второй человек такой, но все равно есть вот эти положительные моменты в работе, и что, ну, все равно мы стараемся людям деньги вернуть, даже, ну, Мгм. в таком... А соотношение примерно какое? Там, в половине случаев, Нет, 25? это, конечно, не соотносится, что там даже 25% нету, потому что тут именно такая точная, ну, точечная работа, потому что, в принципе, во многих случаях это, ну, человек бывает, он не сразу пришел. Иногда вот у нас несколько таких ситуаций, когда мы блокируем человека, да, ну, дропа, арестовываем у него деньги, например, мы понимаем, что человек, ну, они не только там закидывают там, на номер счета, они через банкоматы закидывают. Сейчас есть такие токены, вот. И люди приходят, через банкомат закидывают, а в итоге в правоохранительные органы не идут, не пишут заявление, и мы не можем найти потерпевшего. То есть мы понимаем, там, например, там 100 000 рублей условно там заблокировали у человека, у мошенника, да, а потерпевшего мы не знаем, и мы не можем найти потерпевшего. Такое тоже бывает. Такое есть. Вот у нас вот за последний месяц, за май месяц у нас 2 таких случая. Мы не смогли найти потерпевшего. Смотрите, а вот эти редиски, нехорошие люди, они, соответственно, имеют счета тоже в ваших банках, пользуются вашими продуктами, я так понимаю. Ну, в основном... Как-то они же выводят вот Нет, эти... в основном, да, это же... Ну, то есть, соответственно, мы понимаем, что это работает какая-то там, да, ну, скорее всего, оперативная, не оперативная, да, а преступная группа, которая производит скупку карт. Это обычно у нас, да, идут, ну, там, молодые люди, да, студенты, которым вот подходят, да, там, за 5000 рублей, грубо говоря, они продали свою карту, и все, они больше ей не пользуются. Ну, а уже непосредственно, ну, те люди, которые имеют, ну, к этому отношение, обрабатывают наших потерпевших, да, и на эти карточки приходят деньги, они потом их снимают тут же, да, вот. Если их блокируют, они потом этого хозяина отправляют, говорят, ты сходи, да, надо разблокировать, потому что там же еще деньги, например, ну, если сумма какая-то осталась, вот. Соответственно, в этом случае они вот приходят, и здесь мы можем их задержать вместе с правоохранителями. Вот. Ну, а в большинстве случаев, если они подчистую сразу деньги снимают, то есть они уже про него забыли, там, и еще купят таких там, 20 человек с карточками. А какой объем карт находится, грубо говоря, в обороте, ну, торговле? Примерно. Ну вот, может кто-нибудь оценку дать? Даже я вам не скажу. Левых карт, которыми пользуется преступный элемент. Ну, это кто как посчитать может, да? Ведь карта, пока она не попала в уголовное дело, Да. она как может сказать? Это что вполне она левая? официальный, скажем так, продукт любого банка, которым может пользоваться как преступники, так и честные граждане. Конечно. Да? Юрий, ваше экспертное мнение, да? Как все-таки данные мои, если я их сам не выложил там, на доску объявлений и так далее, попадают нехорошим людям? Ну, я начну с того, что, как мы вот сейчас слышали, представители банковского сектора, да, немножко добавить в плане того, что при звонке с банка, да, люди никогда не будут требовать, там, вот, как сказали, персональные, а просто попросят подойти в ближайшее отделение банка и, скажем, там, либо заблокировать счет, либо разблокировать карту, да, но никаких переводов требовать не будут. В плане того, что как попадают персональные данные, то, ну, для этого есть достаточно широкий способ, да, получения этих персональных данных, вплоть до того, что можно просто набрать элементарно у нас в любой поисковой системе выдуманная фамилия, имя, отчество, да, и выйдет какой-то определенный результат. То есть если что-то попало когда-то в интернет, оно там и остается. Вот. Плюс это утечки, опять же, различных баз данных. То есть это банковские данные, да, различные работодатели, которые, ну, сайты, да, там, системы СРМ взламываются, получаются персональные данные людей, да, сканированные копии паспортов. Многие очень хранят, например, у себя на компьютере всегда там какая-нибудь папочка с личными документами, да. Вот, если злоумышленники получают, опять же, доступ к компьютеру, это легко копируется. Это не какое-то там вот нововведение, буквально с этого года, это достаточно уже распространенная практика, ну, порядка 20 лет.
Вот. Плюс, опять же, на различных теневых там форумах всегда в продаже есть определенный какой-то... Я вот просто по работе постоянно с этим сталкиваюсь, постоянно на продажах стоят персональные данные. То есть это такой же объект торговли, как и В принципе, да. брюки, кроссовки и все прочее. Да. Да. Ну, просто есть, скажем так, специфический продавец и специфический покупатель. То есть, ну, не каждому нужны эти персональные данные. А мошенники, соответственно, они понимают, что приобретя эти персональные данные, они смогут потом получить определенную какую-то выгоду. Да? Возможно, нет, тоже как бы рискуя, опять же, да, то есть насколько будет эта база правдивая. То есть у нас сейчас вот громкие утечки, там, например, прошлого года, да, и этого года, если взять, например, компанию Яндекс.Еда, да, ну, я скрывать не буду, я смотрел эту утечку, я в ней есть. Вот. Вот. При этом мне, вот, кстати, после утечки этой базы данных стали поступать там в течение месяца-полутора звонки были, потом, правда, немножко поутихло. Ну, здесь следует добавить, что мы везде оставляем свой след. Да, цифровой. Мы даже не цифровой, мы получаем дисконтную карту в магазине, мы оставляем свои данные. Да. Мы в школе где-то оставляем непонятно на что свои данные, в поликлинике, ну, где угодно, какой-то заказ делаем, да, мы везде оставляем свои данные. И это очень много баз, и естественно, что мошеннику уже достаточно очень маленькой информации для звонка, а дальше он все получит, обладая определенным инструментарием техник, все, что ему нужно. Угу. У нас представители, ну, это не отделка, это уже новая абсолютно служба, которая призвана защищать интересы. Мы же часто сетуем на то, что полиция бездействует, когда пропадают наши средства, наши деньги там, и так далее. На самом деле это не так. Я более чем уверен, что правоохранители во взаимодействии со всеми заинтересованными структурами, потому что банкам же как-то репутационно даже важно, ну, чтобы у них какой-то положительный кейс выработался, там, человеку деньги вернули и так далее. Согласитесь, что это большой жирный плюс в репутацию банка. Петр, прежде чем вот перейдем ко второй части, вот мы банковские какие-то моменты коснулись, да? Вообще ваша работа, она делится вот на банковскую и еще на что? В общем, выявляем, раскрываем преступления в сфере мошеннических действий, дистанционных, с использованием ИТТ-сферы. Также мы расследуем, помогаем расследовать уголовным делам и раскрываем и выявляем также преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также в сфере кибербезопасности тоже работаем. То есть у вас не только вот эти увод денег с банковских карт и так далее, вот у нас спектр гораздо более шире, да? Шире. Угу. Прежде чем мы посмотрим следующее видео, я бы хотел ситуацию обрисовать. Да, захожу я в любое кафе. Обычно это дневное время. Сидит группа таких шебутных бабулек. Ну, за 65 плюс, да, и так далее. И когда я, попивая свой чаек, начинаю слышать от них какие-то вещи типа там крипта, вывести и тому подобное, да, во мне такой восклицательный знак загорается, потому что, ну, от кого, а вот я криптоброкеров себе такими не представлял, да, которые там под 70 лет и так далее, и так далее. Это показывает, насколько распространена еще и второй аспект, то есть желание заработать какие-то дивиденды на том, чтобы оперировать чужим, скажем так, чужими средствами. И давайте мы послушаем следующее видео, которое, ну, максимально, по-моему, иллюстрирует вот это вот состояние. Видео. В прошлом году осенью в интернете я наткнулся на сайт инвестиций и решил попробовать этот вид заработка. Связался с менеджером, и он мне все очень красиво все рассказал, какие ждут перспективы и так далее. И я сперва отнесся с недоверием к этому, но решил сперва маленькую сумму попробовать. 5000 отправил, открыл счет. В тот же день, в конце дня, менеджер связался со мной и сказал, что мои 5000 выросли до 6000. Вечером я
снял деньги, и меня этот факт очень обрадовал, обнадежил. Я попался на удочку этим. Ну и сейчас я пришел к выводу, что этим меня заманили. И я стал с тех пор вкладывать уже большие суммы, которые уже были сперва десятки тысяч, потом сотни. Я брал кредиты в банках, вкладывал в этот якобы инвестиции. На сайте я смотрел, как рос мой доход. Конечно же, это все был обман. Они просто рисовали у себя на сайте все эти циферки. Но я все верил в это, брал кредиты, вкладывал. Потом в один момент, через месяц, я решил снять свой доход, уже мечтал там, погасить свою ипотеку и так далее. Но все это оказалось обманом. И теперь я, как говорится, у разбитого корыта, ни денег, ничего не получил, конечно же. Кроме этого, я в долговой яме понабрал кредитов. Сейчас мне приходится все это выплачивать. Как я уже сказал, кроме этого, у меня еще был ипотечный кредит, поэтому я сейчас в очень сложной ситуации жизненной. Поэтому хочу вас предостеречь, никогда вот в такие ловушки, как я, не попадать, быть осторожным, не верить. Легких денег не бывает, в общем. Бесплатный сыр только в мышеловке. Петр, в благосфере полным-полно, да, каких-то показывают фотографии. Вот этот блогерша, типа там, помогает делать из 10 тысяч 40 и так далее. Почему нельзя превентивно, извиняюсь, гасить вот такие вот потенциальные... У вас же потом работа прибавится, если вы, скажем так, этим не займетесь своевременно. Вот просто вопрос качества оперативного сотрудника. Превентивно. Не дожидаться чьих-либо заявлений. А это уже признак того, что, допустим, вот как герой вот предыдущего видео сказал, там, ведь людям же дают сначала заработать каких-то легких денег, да, типа там казино там, и так далее, и так далее. Как я говорил ранее, мы занимаемся не только раскрытием, но и выявлением преступлений. То есть это мы уже ведем работу до того, как потерпевшая сторона напишет заявление в полицию. Все эти моменты я не могу, конечно, раскрыть, да, потому что, соответственно, это разные грифы. Но вот в настоящий момент мы сидим здесь, в зале, да, наши сотрудники, десятки следователей, десятки оперативников сейчас находятся в разных регионах России и задерживает этих преступников. Я бы хотела еще добавить, да, вот по поводу, да, нападок на органы внутренних дел, да. Ну, разумеется, как говорится, на чужой роток не накинешь платок, да, получается. Но, тем не менее, Дмитрий, я хочу озвучить такую вот статистику. Между прочим, республика Саха-Якутия находится в топе 10 лучших по раскрываемости именно ИТТ преступлений. Ну, ты представляешь, в России сколько регионов? Да. 80 с лишним. Якуты в топе 10 лучших по раскрываемости. О чем это говорит? О том, что, как говорится, наши оперативные службы, они тоже не сидят. Присоединюсь к коллеге, получается, действительно, у нас очень много сил уходит на то, что вот наши оперативные сотрудники, мы должны понимать, вообще не мы должны понимать, тут сидящие, там это информированные люди. А население должно понимать, что деньги-то утекают из республики и даже из страны. Вот в чем загвоздка. Это во-первых.
Во-вторых, вот насчет молодого человека Андрея из сферы здравоохранения, почему-то вот как-то завуалированно написали, да, получается. Скорее всего, это не врач. Скорее всего, это или санитар, или медбрат. Сколько получает сейчас санитар или медбрата? Ну, я думаю, не так много. В районе 40. Да, в районе 40. Там, может быть, как говорится, во время ковида они хорошо подзаработали, но сейчас у них, в принципе, заработная плата, она упала. Да? Мы о чем сейчас говорим? Вот я соглашусь с Анатолием. Сейчас профилактика, она должна полностью поменять свою риторику. В каком плане? Сейчас я, как говорится, без зазрения совести буду сидеть и утверждать, и буду стоять на своем. Профилактикой занимается только полиция, только МВД. На том уровне, на котором мы занимаемся, еще ни одно ведомство не занималось. Но ты сам посуди. Вот я, допустим, работаю в пресс-службе 6 лет. И все эти 6 лет я ежедневно, можно сказать, да, занимаюсь только конкретно профилактикой IT-преступлений. Возьмем вот 4 месяца вот, текущего года. Мы выпустили 707 материалов через все виды, возможные виды СМИ, и эта цифра, не считая тех наших, как говорится, сообщений через мессенджеры, которые вообще идут без подписи пресс-службы МВД по Республике Саха-Якутия. Если их считать, это, ну, как говорится, до миллиона, наверное, скорее всего. Простая арифметика. Вот эту цифру раздели, вот, ну, сколько бы на 4 месяца на каждый день, да, это получается в среднем мы выпускаем в день около 6 предупреждений. Плюс к этому мы вообще вот, с одной стороны, прав наш министр Владимир Николаевич Прокопенко. Дело в том, что тут, видишь, тоже тут есть такая вот, скажем так, палка о двух концах. Люди, когда ты сам вот затронул, да, вот эту тему, да, сейчас, когда вот люди видят в Телеграме, да, допустим, вот эти вот новости наши о профилактике мошенничества, пролистывают. Очень многие стали это воспринимать просто как спам. Людям это надоело. А у меня даже вот у самой был такой случай, у меня, как у каждой женщины, да, есть куча вот этих WhatsApp-групп различных, да, получается. И есть там группа женщин, которые занимаются творчеством. Пишем мы. И когда я им направляю вот эти вот предупреждения с благими намерениями, чтобы их предупредить, чтобы они не попадались, там в этой группе находятся отнюдь не сотрудники, да, получается, это творческие женщины, есть писатели, поэтессы. Мне было прямо сказано: Альбина, хватит заходить в нашу группу в своих берцах. У нас тут высокие вибрации, и твой негатив вот этот вот МВДовский нам вообще не нужен. Нет, ну а когда с их карты, извиняюсь, пропадет сумма, отложенная на тот же Египет или там куда, очередной Таиланд, да? И в чем вот они прибегут к тебе в первую очередь. Конечно. И вот заключается еще в чем. Дело в том, что когда люди находятся... Вот мы заметили такую закономерность. Когда люди находятся вот в таком положении, да, вот когда вот у них на звонке мошенник, им необходимо, нужно чье-то авторитетное мнение. Вот ко мне часто поступают звонки и от знакомых, и совершенно незнакомых людей, в том числе и журналисты часто звонят, потому что все равно что-то внутри человека гложет. Они спрашивают, вот ко мне позвонили, назвали по имени, отчеству, даже журналисты, насколько они информированные. Но им нужно в этот момент мое авторитетное мнение, чтобы я сказала: там, Леночка, положи трубку, это мошенники. Они такие: ага, Альбина из МВД сказала, это мошенники, в принципе, я могу смело положить трубку. И в чем вот заключается сейчас изменение риторики, да? Во-первых, вот этот молодой человек, который хотел на самом деле заработать денег, да? Вот, ну, мало ему этих 30 тысяч, которые он зарабатывает. Но, с одной стороны, тоже можно его понять. То есть профилактика сейчас должна заключаться не только в запрете, да? Не поднимай трубку, не читай, там не отправляй пин-коды. Тут же какие-то наши вот эти вот ведомства, сколько волонтерских организаций, сколько там центров там различных, да, по финансовой грамотности, они сейчас должны людям, населению предлагать какие-то вот
но я не знаю информацию, которая бы обучила их вот именно этой же финансовой грамотности. И, естественно, вот мы сейчас вот, я вот убеждена в этом, да, что рупор профилактики должен принадлежать психологическим службам. У нас еще один аспект такой. Вот когда берут пример, вот эта девочка из 10 тысяч делает 40 там и так далее. Да, да. Когда начинаешь, а не обманом ли это? Они вдвойне ли совестно должно быть человеку, что она на своих земляках, на своих, извиняюсь, единокровных товарищах, да, делает какие-то определенные деньги, да, и так далее. Начинает шикать. А что ты не даешь человеку заработать? Вот умеет зарабатывать, пускай себе зарабатывает. Да, или там... Абсолютно. Много таких примеров. Абсолютно с вами согласна, Дмитрий. Вот этот вот коучизм, да, вот эти вот непонятные наши иногда вот представители блогосферы, которые вот вещают, да, на население то, что вот вчера она, условно говоря, возле автовокзала петрушку продавала, да, а сегодня вот смотрите, я выбираю там в Дубаях какую-то недвижимость. Естественно, вот это все запутывает, затуманивает сознание наших людей, особенно женщин. Потому что мы, может быть, в силу какой-то эмоциональности, да, у мужчин, наверное, времени все-таки меньше, и в нас, может быть, сидит какая-то вот такая вот соревновательная, вот эта вот женская, может быть, зависть. А чем я могу быть хуже? Чем я хуже вот Ленки с параллельного класса? Она вот покупает квартиру в Дубаях, а я вот не могу выплатить ипотеку. Естественно, народ начинает вот влезать вот в эти, откровенно говоря, мошеннические схемы. Там же вот неприкрытым глазом, если так просто внимательно прочитать всю эту информацию, да, как можно за полгода заработать там на квартиру в центре Москвы? Нет же, конечно. Но тем не менее, да. Законными путями нет. Законными путями нет. И, кстати, вот я все-таки скажу, недавно тоже очень муссировалась в соцсетях, да, вот случай с нашим земляком из Турции, да. Оперативные службы во взаимодействии с нами стали предупреждать об этом заранее, до появления первых заявлений. Именно о деятельности этого молодого человека. Но народ не читает. К сожалению, он не в нашей, скажем так, юрисдикции. Он остается гражданином России, но... Нет, я говорю, предупреждением не внимают. То есть прямо говорили, да, вот да, товарищ М, он, извиняюсь, скоро заскамится прямо. Вот так прямо говорили. Да. И что в лоб, что по лбу. Да. Я же говорю, некоторые люди это воспринимают сейчас как спам. Ко мне даже вот иногда обращаются даже те же сами представители СМИ и говорят, а вы не придумываете точно? Это действительно у нас каждый день, да, люди направляют по 6, по 7 миллионов. Делать нам нечего, сидеть еще и придумывать это. Кстати, в комментариях тоже можно прочитать вот такие вот именно конкретно комментарии. Что, наверное, пресс-службе заняться нечем, сидит и выдумывает. Не, мало ли, люди хотят расширить жилплощадь, люди хотят отдохнуть, на какие-то оздоровительные мероприятия откладывают. Сейчас машина-то, извиняюсь, сколько стоит? Вот Телеграм тоже полон, и говорят, вот врач там заказала... кроссовер, извиняюсь, комплектацию самой низшей от конца, да, за 3,5. Но цены у нас такие. Альтернатива этому акулему плавнику, вот выдвижной, вот такой, как на спидоле, антенна. Когда вы в последний раз видели выдвижную телескопическую антенну? Я не к тому, что я еще подача вот этих всего различными вот этими нашими коллегами, недоколлегами, кем угодно, она жутко эксплуатирует все то самое низменное, в которых мы вынуждены порой окунаться. И я, Альбина, в любых берцах, да, персонально ко мне в программу «Один из нас», еще раз, мы до конца будем говорить, иллюстрировать, говорить, предлагать пути выхода и так далее. Просто потому что в любых верцах ко мне на передачу welcome. Потому что тема, еще раз, как это там в «Золотом ключике»-то было? Пока живут на свете дураки, обманывать нам стало быть с руки, да? И мы же не говорим то, что это повально, скажем так,
жители колонии сидят и обманывают. Ну, возможно, какие-то ниточки ведут и туда, но занимаются-то этим вроде бы вполне респектабельные люди, которые, ну, такие же отцы семейства, матери семейства и так далее. Поэтому, если все общество не станет на защиту своих интересов, своих же, еще раз, если вот деньги будут оставаться здесь, работать здесь, на мое благосостояние, на мой отдых, в конце концов, да, ну, будет лучше всем. Банкам, правоохранителям, у них будет меньше работы. Обществу в целом, предпринимателям, они могут торговать больше. Поэтому это общая беда и общая проблема, и нужно... Жалко, что Вадим Руф, который занимается вот этими на общественных началах, сегодня не пришел. Вадим, мой пламенный тебе привет. Ну, хорошо, что мы затронули и начали вот эту вот очень большую тему. Да? Ну, мошенничество, оно со времен Хопер Инвеста, МММ там и так далее, оно не изменилось. Легкий заработок. Заработай сейчас, хоть на чем угодно. На телефонах 5G, которые лет 5 тому назад, ни о какой частоте 5G в России не шло. Они продавали телефоны 5G. Массово причем. Собираем стадионы. Это общая беда, и, к сожалению, вот у нас достаточно сжатый эфир, и еще раз, по ходу своей журналистской просто деятельности я всегда очень болезненно относился к этому, когда люди обманывают своих же близких. У нас республика всего 1 200 000 человек, да? Если мы хотим сделать больше денег, мы должны затронуть тестя, его одноклассников, там, дочь, кого угодно, родственников, знакомых, одноклассников своих. Но нет у нас такого рынка, вот таких вот криптобирж там и так далее, чтобы мы сидели и обманывали только жителей Дубая. Поэтому, аудитория, огромное спасибо, что пришли и еще раз просто выдержали мои стенания какие-то вот эти вещи. Но кричать будем. Альбина, хорошо, что вы в компании. И я думаю, что оперативная служба нам тоже окажут всемирное содействие, ну, по раскрытию, по схемам, по как это происходит и так далее, и так далее. Это программа «Один из нас». С вами был Дмитрий Аргунов. Увидимся.